Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о такой теме, как установка приложений на Nokia 5800, да и вообще практически на любой смартфон под управлением Symbian. Итак, есть три основных метода, чтобы установить это приложение. Самым простым, я считаю, это передать по Bluetooth приложение. Итак, и расскажу это на примере Google Maps. Итак, предположим, я уже скачал с сайта Google Maps. Теперь я выбираю его, выбираю «Отправить» и на Bluetooth. Выбираю, на какой из телефонов кинуть. Вот Nokia 5800. Здесь мне предлагают принять сообщение по Bluetooth. И в принципе идет загрузка. Так, загрузка подошла к концу. Вот, показали сообщение. Выбираю Google Maps. И видите, идет подготовка к установке. Предлагают установить. Выбрать, куда установить в память телефона или на карту памяти. Выбираем на карту памяти. И начинается установка приложения. Сейчас он чуть-чуть подумает над этим вопросом. И начнется установка. Итак, установка началась. Вот установка подошла к концу. И сейчас мы будем запускать, будет приложение запущено сразу же, как выполнится установка. Вот уже видите, мигает огонек загрузки, то есть приложение начало загружаться. Ну, в общем, оно начинает загружаться, но мы его запускать не будем, поэтому давайте перейдем дальше. Перед тем, как поставить его заново, давайте его удалим. Итак, я подскажу, как это делается. Упорядочить. Видите, откроется меню. Так вот, чуть заштриховано. Берем, выбираем карты Google, функции, удалить. Приложение будет удалено. Вот, предлагают его удалить. Оно удаляется. И вот, в общем, все. То есть с удалением программ тоже никаких проблем нет. Там можно еще, конечно, заходить через диспетчер приложений, но это, мне кажется, даже способ более удобный, более простой. Вы сразу видите, где и что вы удаляете. Итак, удалено. Ну, давайте перейдем к следующему способу. Для следующего способа нам необходимо изначально установить программу Nokia PC Suite. Она обычно поставляется на диске с телефоном, или же можно с интернета скачать ее с сайта Nokia. Итак, смотрите, я подключаю USB разъем в разъем microUSB к Nokia. И мне предлагают выбор, как подключить USB. Я выбираю PC Suite, то есть та же самая программа. Чуть-чуть жду, пока подключится все нормально. Заодно Bluetooth отключаем, так как он нам больше не понадобится. Вот уже Nokia наша подключена через USB на PC Suite. Так, выбираем новую папку. Google Maps. Открыть с помощью Nokia Application Installer. Вот нам спрашивают, установить ли приложение в телефоне. Мы выбираем «Да». Вот дальше нам предлагают здесь подготовку к установке. И то же самое, соглашаемся на установку. И практически все, да, дальше все действия такие же, как если бы мы передали по Bluetooth. То есть программа будет сама установлена автоматически. Вот выполняется установка программы. То есть, опять же, никаких сложностей с установкой программ нет. Как вы видели, буквально пара щелчков и все работает. Так, а теперь, наверное, самый последний способ. Во вкладке «Интернет» у меня уже установлено предложение магазин OV. Это Nokia AV Store, специальный магазин онлайновых приложений, который Nokia открыла. Там можно зарегистрироваться, имея аккаунт Nokia, то есть это все просто. И вот, загружая приложение, мы можем там выбрать именно те приложения, которые рекомендуются для нашего устройства. Там много и бесплатных приложений, и платных, и ассортимент постоянно пополняется, как говорят, на 250 единиц в день. Ну, можно, конечно, и просто с любого другого сайта, просто Avistore наиболее удобный, наверное, для этого дела, так как там программы именно те, которые нам нужны. Ну и, например, давайте установим какую-нибудь бесплатную программу. Например, SMS Review.
Не знаю, превью, что это такое. Ну вот, выбираем загрузить. И пошла загрузка, как вы видите. Загрузка идет довольно быстро. Наверное, не очень большой объем программы. Ну вот программа загрузилась практически. И сейчас нам, скорее всего, предложат ее установить. Вот установка уже написана. Вот программа уже установилась. И уже вот она начала запускаться. Ну, в общем, вы поняли, что это тоже очень легко сделать. Вот пошла активация программы. Ну, в общем, наверное, на этом мы закончим с установкой приложений для смартфонов на Symbian. Как вы видите, все предельно просто и понятно. Всем пока.